Берлин для меня – это первый опыт радикального культурного дайвинга. Когда я туда летел в 1998 году, страшно подумать, как это было давно, я знал про Берлин только две вещи, которые мне объяснили следующие люди, недавно оттуда прибывшие. Первое. Там очень не любят, когда говорят по-английски. И пункт второй. Уходя из квартиры, нужно закручивать кран батареи отопления. Сейчас, 20 с лишним лет спустя, я понимаю, что знаю в Берлине немногим больше, зато гораздо больше чувствую. Это будет опыт интуитивного погружения. Это будет опыт моего субъективного эмоционального прикола. Со всеми обратимыми и необратимыми последствиями. Берлин для меня это вообще не цельная картинка. Это не сложившийся пазл. Скорее, это система отдельных мест и пауз между ними. Логика разрывов. И вот эти разрывы, они восполняются постоянным перемещением. И вот для меня, строго говоря, Берлин – это не какая-то карта старого города, как вы можно найти, например, в Вильнюсе, в Риге, в том же Кракове или в Вроцлаве. Это система передвижений, карта, схема местности. Из точки А в точку Б ты движешься через точку С, пересаживаешься с точки Д и делаешь паузу в точке Е, чтобы выпить на бегу свой ядреный эспрессо. Фактически Берлин – это система трафика. Берлин для меня – это набор движений. Это система преодоления тех разрывов, в которых существует мой собственный берлинский опыт. Поэтому в Берлине сидеть, ждать, делать паузы, задерживаться где-то, как-то не к лицу. Хочется бежать, спотыкаясь, хочется пересаживаться с надземки на подземку, а потом на двухъярусный автобус, а потом на такси, чтобы в конечном счете вот эти твои трафики, эти твои разнонаправленные движения сложились в общую картинку местности, в общий пейзаж, в котором тебе комфортно и хорошо, а хорошо и комфортно тебе там потому, что Берлин, по большому счету, не набивается к тебе в друзья. Берлин – это холодный город. Берлин – это город, который для меня похож на механическую шкатулку, в которой каждый винтик цепляется за другой, в которой все шестеренки на своих местах, в котором постоянно идет какой-то внутренний процесс, и ему пофиг, что ты об этом думаешь, и есть ли ты вообще в этом месте. Я подумал, что, возможно, Берлин – это идеальный город для Валентина Акудовича. Это место, где меня нема, где тебя просто не принимают во внимание. Первый мой, пожалуй, такой яркий опыт берлинский был, когда я спустился первый раз в берлинское метро, в этот самый U-Bahn. Поразило меня, во-первых, что на входе нет турникетов, ты можешь спокойно войти и спокойно выйти, и вся надежда на то, что тебя не поймает контролер, если ты едешь без билета, или все будет хорошо, если билет у тебя есть. То есть это транспорт на доверии. А второе, то было, как на тебя смотрят те, кто сидит на скамейке напротив. Вот в Минске ездить очень некомфортно, потому что впритык обязательно на тебя кто-то таращится. Особенно, если ты в яркой шапке, или волос у тебя не того цвета, или ведешь ты себя как-то кому-то покажется особенно дерзко. А в Берлине все смотрят не на тебя, а мимо. То есть человек сидит, он вроде как рядом с тобой, но он тебя не сверлит взглядом, он тебя не прессует эмоционально, он позволяет тебе быть таким, какой ты есть. И вот это вообще берлинская история, потому что Берлин позволяет тебе быть самим собой. Если играть в классификации трафика, можно всех, кто живет в Берлине, поделить на две группы. Это люди S-бана и люди U-бана. Люди S-бана – это публичность, это прозрачность, это дневные люди.
Это динамичный, активный такой, озабоченный народ, который четко знает, что и зачем он делает. А вот Убан совсем другое. Убан – это или раннее утро, или поздний вечер. Это подземка, и которая населена народом андерграунда. Да? То есть берлинский андерграунд, он, наверное, самый подземный из всех возможных, потому что в нем есть не только шикарные плакаты Берлина Вавилон, но и ощущение вот той самой заброшенности, особенно острой, которое, наверное, нельзя ощутить нигде. И вот в этой свободе, в этой необязательности, наверное, есть главная отличительная черта берлинского трафика, берлинской пешеходки, потому что нигде больше я не видел такого количества фриков на улицах. Когда выходишь в районе, и через один, фактически каждый встречный, это персонаж какой-то или мультяшки, или какого-то сериала, или из какого-то непонятного фильма 40-х годов. Все вдруг. Это как раз про Берлин. Когда плотность вот этого движения, она тебя захватывает, она тебя увлекает, и она в то же время абсолютно к тебе безразлична. Берлин – холодный город. И я говорю это со всей симпатией и любовью, потому что, как ни странно, Берлин я люблю. Я люблю Берлин, потому что он держит дистанцию, потому что он не думает о тебе, потому что он позволяет тебе самому решить, как тебе с ним договариваться. И вот в этом доверии, в этом уважении к моей инаковости есть и сила, и слабость. Сила, потому что ты понимаешь, что вот ты, приехавший сюда маленький иностранец в этот большой шумный город, ты имеешь право выбора. Ты можешь сам писать партитуру своего существования, ты сам себе хозяин. И город тебе не набивается в поводыри. А с другой стороны, это слабость, потому что периодически вот эта свобода, она оборачивается чувством заброшенности. Она оборачивается вот такой какой-то одинокостью, да, неприкаянностью, когда хочется, чтобы просто кто-то тебе улыбнулся. А тут встречный к тебе не то, что не улыбнется, если только ты не заказываешь двойной бургер где-нибудь в кафе, в ресторации, да, он к тебе даже не обратится с какой-то репликой. Простая берлинская штука. Если кто-то с тобой заговорил на улице, это или служитель закона, к которому стоит отнестись деликатно и вежливо, или городской сумасшедший. Все остальные летят мимо. Все остальные летят по касательной, и ты сам учишься точно так же лететь по касательной. Берлин интересен еще и тем, что в нем очень странное, очень специфические отношения с историей и культурной памятью. Они не очевидны, они неоднозначны. Историческая память, память города, в нем поступает как бы вдруг, когда ты меньше всего этого ждешь. Проходишь за Бранденбургские ворота, а там, прямо на разделительной линии центральной магистрали, скульптура стоит человек, руки приложил к рту, что-то кричит, что-то сказать хочет. Классная скульптура, великолепная пластика. У меня сразу в голове включается Википедия. Я думаю, наверное, 20-е годы, вероятно, немецкий экспрессионизм, возможно, Эрнст Барлах. Подхожу ближе, смотрю и понимаю, что все совсем не так. Что это скульптура 1966 года, что здесь она поставлена в 1986, а скульптора зовут Герхард Маркс. Впервые о нем слышу. Но это еще не все. Я уже готов признать свою собственную беспомощность и покориться новой информацией, а потом соображаю, что фигура поставлена не зря.
то в те времена, в 1986-м, это была территория Западного Берлина. И чувак вот этот, кричащий, кричал на восток. Кричал через Бранденбургские ворота вот туда, на восток, в тот самый коммунистический как бы рай. И тогда я понимаю, что это уже почти политическое обращение, что это натуральный какой-то голос, радио «Свобода». И тогда вот эта фигура превращается уже в совсем другие сигналы, в совсем другие вайбы. То есть, когда ты включаешь историческое измерение, ландшафт начинает меняться. А потом ты проходишь уже ближе к Бранденбургским воротам, парк, зеленая ограда, белые картонные кресты, странные черно-белые фотки. Что это такое? А все очень просто. Когда там проходила Берлинская стена, люди пытались из Восточного Берлина, из коммунистического Восточного Берлина бежать на западный сектор, на западную территорию. В них стреляли. И вот картинки, которые там на этих крестах изображены, это фотки тех, кого там убили. 20 лет парню было, кому-то 24, кому-то 26. Вот это все рядом. Вот это все на пути туристов от Рейхстага к Бранденбургским воротам. Или история со знаменитым артсквотом Тахелес, который в свое время, лет 20 назад, был невероятно популярным местом, в том числе для белорусских артистов. Когда мы туда попали, где-то в начале нулевых, поразили две вещи. Первое то, что вот этот многоэтажный билдинг, такой старый, потрепанный, достаточно изношенный, был полностью расписан и внутри, и снаружи граффити. А второе, что через весь фасад тянулось такими внушительными латинскими, чуть ли не готическими буквами надпись «Алекс Родин, белорусин артист». Единственная вот такая вот масштабная вывеска с именем одного из артистов, а их там было достаточно, живущих в этом сквоте, была белорусской. Совершенно сумасшедший, безумный совершенно художник, автор таких невероятных психоделических монументальных полотен. Вот он там тоже был и тоже был частью Берлина. И более того, наверное, был одной из его значительных частей. Странно было и захватывающе была сама вот эта зона инаковости. Вот эта территория неопределенности. И вот инаковость в Берлине – это один из ключевых моментов. Здесь легко быть чужим. Здесь удобно быть чужим, потому что сам город для тебя остается чужим постоянно. И вот интересно, что Тахелеса, его уже давно нет. Того Тахелеса, который мы знали прежде. Здание перешло к новым хозяевам, новые хозяева выгнали художников, был в свое время большой скандал по этому поводу. Но что случилось? Здание его как бы впаяли в новую конструкцию. Перестроили здание, фактически оставив его нутро, вот тот самый сумасшедший расписной какой-то иконостас на стены, а снаружи запаяв все в стекло, пластик, аккуратную такую облицовочку. То есть что произошло? Это не реконструкция, это скорее присвоение. Вот этот сумасшедший мир Тахелеса, он оказался адаптированным в пристойную немецкую арт-галерею. И ты можешь его попробовать, можешь его продегустировать. Если повезет, тебя даже пустят на эту лестницу, сделать несколько шагов наверх, не дай бог, их будет больше, чем 5, потому что тут же придет служители и будут спрашивать, не собираетесь ли вы на этом крупно заработать. Важно другое. Важно то, что эта реальность прошлого, она открыта, в то же время она уже захвачена. Она захвачена этим самым городом, который точно так же, с той же легкостью присваивает не только уличные граффити, не только вот этот мир
андерграундных коммун 70-х, 80-х, 90-х, ну и Пергамский алтарь, ну и Нефертити, ну и Чекпоинт Чарли, ну и остатки Берлинской стены. И прелесть этих остатков в том, что их вроде нет, то есть стены-то вроде нет, но периодически ты на них налетаешь. И самый странный, самый смешной опыт – это когда возле оставшегося осколка Берлинской стены с тем самым знаменитым граффити, где Брежнев целуется с Эрихом Хонекером, прибегают стайки туристов и начинают лепить селфи. Вот эта вот братская смертная любовь, о которой писал в сопроводительном тексте артист, художник, она становится поводом для фана. Ах, как смешно, Брежнев. Ха-ха-ха, Хонекер. А людей убивали, потому что не хотели от них уйти. И войны начинались, потому что эти клоуны слишком хорошо могли договориться, слишком любили себя. И это было вовсе не смешно. А то, что сейчас это превратилось в туристский фан, я не знаю, хорошо это или нет. Может быть, мне хотелось бы, чтобы люди просто к этому относились индифферентно, потому что это тоже форма зависимости, это тоже форма исторической памяти. Какой же Берлин без Берлинской стены? Или без отсутствия Берлинской стены? Хорошо, вот мы пойдем смотреть, как нет Берлинской стены. Что это означает? Это означает, что ты все равно про нее думаешь, что все равно история тебя не отпускает. Не совсем понятно, что с этим делать. И это неправда, что Берлин един, он никогда единым не был и не будет. Потому что все равно очень четко и ясно разделение между западными районами и восточными. Потому что в восточных ты попадаешь периодически на что-то типа проспекта Машарова, а в западных периодически что-то типа Манхэттена. И когда я впервые поделился этим соображением с берлинскими товарищами, они сказали: ну да, так ничего странного. Перед войной масса архитекторов уехала из Германии в Штаты. И когда тебе говорят, что американский фильм «Нуар» в своей манере вот этой черно-белой мелодраматической графической работы напрямую наследует немецких экспрессионистов, которые тоже в большинстве своем выехали из Германии во время прихода нацистов к власти, ты понимаешь, что это тоже нормально, что это тоже немецкий след. И вот здесь эта берлинскость, она опять дает о себе знать. Не только тогда, когда ты приходишь в книжный магазин, начинаешь, как просвещенный юзер, набирать цветные открытки с фотографиями из классических немецких и голливудских фильмов. Не только тогда, когда ты идешь по улице, переходишь под мостом надземки на перекрестке и понимаешь, что это то самое место, по которому когда-то бежала рыжеволосая Лола из знаменитого фильма «Беги, Лола, беги» Тома Тикера. Ты как-то периодически проваливаешься то в кино, то в архитектурную память, то в какие-то художественные какие-то провалы и пробелы. И понимаешь, что это все рядом. И город на самом деле, да, он холодный, да, он в чем-то по отношению к тебе безразличный, но он не молчит, он говорит с тобой на массе языков одновременно. И вот эта берлинская вавилонскость, да, она проявляется в том, как ты смотришь на киновывески, да, как ты и где пьешь кофе, как ты смотришь на эти бесконечные стекляшки, которые построены были на Потсдамер-пляц, прямо на том самом месте, который когда-то был разрезан стеной. И вот Берлин – это как раз и есть система пересадок, система движа, система трафика, которая сшивает воедино твой пестрый, разнообразный, такой растрепанный опыт. И очень важно в этом опыте найти возможности для коротких пауз. И тут как раз помогает такой фирменный берлинский фастфуд, который зовется Currywurst. Currywurst – это честная берлинская колбаска, экологически чистая, которая подается в соответствующей булочке там, с кетчупом, с майонезом и так далее, которую нужно обязательно есть на улице. И причем не просто есть на улице, а есть на улице рядом со знаменитым, построенным еще в 20-е годы гиперунивермагом КДВ. И вот этот уличный киоск возле КДВ
Это то место, которое любой уважающий себя человек просто обязан посетить, даже если он не любит колбасок. Потому что сам ритуал вот этого уличного подъедания берлинской еды, он сам по себе прекрасен, замечателен и самодостаточен. У меня был опыт, когда в Берлине я жил месяц, когда приехал туда на языковые курсы Гёте-института. Вот это был опыт такого естественного погружения в среду. Не туристской такой быстрой пробежки по популярным местам, а просто приобщение к повседневности берлинской. И меня поразила в первую очередь такая штука, что можно было проехать полгорода, а ботинки твои, которые ты почистил, выходя из своей квартиры, оставались такими же чистыми. Меня поражало и озадачивало, что люди постоянно едят на улицах. Что ты заходишь в вагон метро, а кто-то набивается рядом со своим хот-догом и начинает его тут же подъедать. Я очень четко помню, что когда впервые попал в Берлин, вот как раз тогда, когда жил там месяц, в 1998 году, центральная контора Гёте-института, собственно, который преподавал нам немецкий, находилась на шикарном совершенно перекрестке, где через дорогу был У-Бахн, станция подземки, где рядом была хорошая кофейня, где я впервые на чистом немецком попросил «Беззahlen Sie bitte». Все поняли, что я хочу рассчитаться, я был собой горд невероятно. А по диагонали был маленький магазинчик комиксов. Вот для меня это был очередной культурный шок, потому что именно там впервые я взял в руки пачку комиксов знаменитого Син-Сити невероятного Фрэнка Миллера. Чтобы вы понимали, тогда никто вообще в Минске про это не знал. Это было еще до фильмов, которые растиражировали эту эстетику. Это было еще до реанимации вот этого экранного нуара. Я просто зашел туда, протянул руку к полке, снял книжку и офигел. В результате последние дни своего пребывания в Берлине я жил буквально вот, считая каждый пфеник, да, потому что большую часть оставшихся денег, которые у меня тогда были, я потратил на пачку комиксов Фрэнка Миллера. Кончилось это тем, что потом на станции метро, когда я на последние свои копейки пытался купить кусок пиццы, предпоследний кусок пиццы на прилавке, продавец посмотрел на меня и отдал мне оба. Мне как-то было очень неловко их брать, а с другой стороны, есть-то надо было, во-первых, а во-вторых, человеку, я так понимаю, все равно нужно было очистить поднос. Вот благодаря вот этой такой отчаянной, невероятной такой вот акции я не только получил 2 куска пиццы вместо одного, я еще получил Фрэнка Миллера. С этим его сумасшедшим, черно-белым, невероятной красоты миром я потом приехал в Минск, и у меня был эксклюзив, у меня был Фрэнк Миллер, которого никто не знал, а он у меня был. Это был мой собственный берлинский опыт. И когда я возвращаюсь в Берлин, он меня уже не удивляет, потому что я знаю, как с ним быть. Я знаю, что здесь не нужны иллюзии. Я знаю, что здесь не будет бурных объятий и отчаянного похмелья на следующий день. Я понимаю, что здесь можно пить пиво на улицах и получить при этом замечательный опыт вот такого автономного плавания, такого глубинного дайвинга, ухода в среду, погружения в атмосферу. И эта атмосфера с ее неповторимым вкусом – это то, что есть только здесь. И когда ты возвращаешься в Берлин, ты возвращаешься не за Карри Вурстом и не за замечательными вот эти сумасшедшими желтыми поездами надземки, которые особенно хороши глубокой ночью в проливной дождь, когда они с сумасшедшей скорости пролетают над твоей головой. Ты приезжаешь за вот этим чувством заброшенности, за вот этим прекрасным чувством автономного плавания, за вот этим великолепным безразличием, с которым Берлин позволяет себе обходиться с тобой. И в этом есть своя прелесть, и в этом есть своя красота.
Пусть даже если ты как Салли Боулс, которую сыграла Лайза Минелли в знаменитом «Кабаре», никогда в жизни не орал под мостом, под проходящую надземку. Это означает просто, что у тебя еще есть что делать в Берлине. Имеет смысл туда вернуться хотя бы за этим. Берлин – это рассыпанное поле опций. Это ворох возможных сценариев жизни, и если мой Берлин покажется кому-то не очень аттракционным, так оно и есть. Потому что это мой Берлин. Я его выбрал таким. Возможно, я просто не был готов к радикальным экспериментам, а у вас может получиться все совсем по-другому. Более того, скорее всего, так оно и будет. Потому что Берлин – это открытое пространство. Это сериал, которому еще не отыгран последний сезон. Мы абсолютно не знаем, чем это может закончиться. Но чтобы он состоялся, нужно играть. А где еще играть? Берлин-Вавилон, как не в самом Берлине.